Главные события уходящего вторника, 5 мая, в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах. Нижняя кромка ледохода на реке Лени находится в Усть-Кутском районе Иркутской области. По прогнозам, вскрытие на территории Якутии ожидается во второй декаде мая. Ну а тем временем в республике зафиксировали первые термоточки из-за сельхозпалов. Подавляющее большинство обнаруженных пожаров приходится на Кобейский район. В Нерюнгри вынесен приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств. В этот раз на скамье подсудимых оказалась женщина. В Якутске продолжается акция «Поем двором». Сегодня артисты и волонтеры собрались под окнами участников советско-японской войны. В Москве вручили одну из главных наград в мире балета – приз «Душа танца» среди лауреатов представителей Якутии. Участники СВО трудоустраиваются в предприятии Организации Республики, ветераны и члены их семей трудоустраиваются при этом в различных сферах экономики. В основном востребованы рабочие профессии, силовые структуры. Также многие ветераны проявляют интерес к открытию собственного дела. Согласно постановлению правительства от 16 ноября 2023 года, филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» выдает рекомендации на заключение социального контракта участникам спецоперации, уволенным с военной службы. Цель такой поддержки – стимулирование активных действий по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности. На данный момент выдана 41 рекомендация по заявкам, поступившим из различных районов республики, в том числе супруги инвалида-участника СВО. Действует отдельная квота для участников специальной военной операции, которые собираются получать высшее образование по программам бакалавриата и специалитета. Участники СВО могут поступать по отдельной квоте без вступительных испытаний или по внутренним испытаниям вуза вместо ЕГЭ. Вузы обязаны выделять не менее 10% от общего числа бюджетных мест. В этом году льгота расширенная на вдову участников СВО. Решение об этом приняла Государственная Дума. Добровольцы Якутии, между тем, продолжают доставлять грузы в зону проведения специальной военной операции. Очередную партию бойцам отправили ко Дню Победы. Подробности в следующем сюжете. Неприметные черные коробки скрывают ценный груз. Их содержимое спасет не одну человеческую жизнь. Лекарства, бинты для перевязки, всего больше 50 наименований отправляют на передовую. Весь перечень отработали совместно с Центром координационной помощи, Центром поддержки северо-восточной поддержки Донбасса. Собственно говоря, мы считаем, что это очень важно. Действительно, когда ребята получают поддержку из родного дома, они все чувствуют, что мы рядом. Мы действительно считаем, что это важнейшая миссия. И вместе только вперед, вместе только к победе. Вместе с медикаментами на фронт доставляют адресные посылки и помощь, собранную волонтерами. Коробок так много, что они не умещаются на одно судно. Перевозчики сделали несколько рейсов. Услуги предоставляют бесплатно. Для бойцов не жалко. Бригада дружная. Все у нас укомплектовано. Вовремя выходим, вовремя заходим. Что надо, перевозим и груза, и пассажиров, и гуманитарку. И, к сожалению, груза 200 воинов, которые на войну уходят. Это моя бригада, все безвозмездно, все перевозит, работаем. Весь груз стекается на базу в Мегино-Кангаласском районе. На правом берегу она появилась только в этом году. Теперь логистический узел стал еще удобнее для заречных районов. В работе задействованы все, от мала до велика. Надо сказать, что здесь подключается и молодежь, и волонтерские организации, которые, во-первых, физически помогают нам перебазировку организовывать этого груза. И там встречают в том числе молодежь, это студенты транспортного техникума, волонтерский актив района. С начала года силами якутских добровольцев в зону проведения СВО отправили 160 тонн груза, в том числе 70 единиц техники. Следующую партию Координационный центр планирует отправить уже в середине мая. Ржана Гармаева, Семен Семенов, Якутск. На трассе Битюн в Амгинском районе закрыли движение транспорта из-за размыва участка дороги. Полностью размыт участок на 82-м километре. Вводится запрет проезда для всех транспортных средств с 81 по 86 километр. Подрядчик организовал круглосуточное дежурство, ведет работы по ликвидации повреждений. В связи с аварийно-восстановительными работами с 5 мая вводится временное ограничение движения транспорта на отрезке. Минтранс просит водителей учитывать эту информацию при планировании поездок и соблюдать требования временных дорожных знаков. Прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Первый вопрос повестки совещания – готовность республики к прохождению ледохода.
По информации Гидрометцентра региона, в настоящее время нижняя кромка ледохода на реке Лени находится в Усть-Кутском районе Иркутской области. По прогнозам, вскрытие на территории Якутии ожидается во второй декаде мая. В свою очередь, республиканская МЧС проводит противопаводковые мероприятия, которые разделены на два этапа. В первую очередь на реках Лена, Алдан, Амгай и Тата в 16 районах Якутии. Второй этап на реках Колыма, Яна и Индигирка на территории 6 районов. Александр Сергеевич дал поручение по паводкоопасному периоду. Это по готовности, прежде всего, оперативных групп, по готовности системы оповещения населения о возможных угрозах, также по готовности пунктов временного размещения, их оснащения продуктами первой необходимости, медикаментами в паводкоопасный период, заблаговременного отселения населения маломобильного, лиц пожилого возраста из зон возможного затопления, а также подготовить и заблаговременно отогнать скот на безопасные территории, чтобы не было у нас больших потерь экономических. Вторым вопросом в повестке заседания стала подготовка к пожароопасному сезону. На сегодня на территории Якутии насчитывается 45 термоточек, преимущественно техногенного характера. Причиной возникновения пожаров становятся несанкционированные сельхозпалы. Подавляющее число обнаруженных пожаров приходится на Кобейский район. Виновное лицо установлено, ведутся работы по привлечению его к ответственности. Что касается других 11 районов, эта картина такая же. Проводится сжигание порубочных остатков, они тоже выявляются как термоточки. Ну и происходят несанкционированные, скажем, пожоги травы сухой охотниками и, как говорится, фермерами и другими неустановленными лицами. Сегодня законом запрещено производить несанкционированный сельхозпал. И в этом направлении глава поручила работу усилить. То есть будут усилены работы рейдовых мероприятий со всеми органами государственной власти. В Нерюнгри вынесли приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств. В этот раз на скамье подсудимых оказалась женщина, которая осуществляла преступную деятельность по предварительному сговору с группой лиц, используя сеть интернет. Следуя указаниям куратора, подсудимая приехала в Алданский район, где извлекла из тайника запрещенные вещества, расфасовала их на мелкие дозы и пыталась разместить их на территорию города Нерюнгри. Женщина действовала в сговоре с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. Прокуратура города Нерюнгри поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении иностранного гражданина. Женщина осуждена по части 3 статьи 30, пункта Г части 4 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Покушение за незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети интернет, группа лиц по предварительному сговору в крупном размере. Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил женщине наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают те, кто первыми встречают новую жизнь. Акушерки – специалисты, от которых зависят самые важные минуты для мамы и малыша. В перинатальном центре Якутска их около сотни, о людях, которые каждый день становятся свидетелями чуда, в сюжете далее. С первым плачем новорожденного рядом уже акушерки, которые заботятся о малыше с первых минут жизни. Варвара Готовцева – специалист с более чем 20-летним стажем. За ее плечами свыше 5000 родов и историй, которые начинаются одинаково и никогда не повторяются. Всегда запоминается для каждой акушерки – это первый род. Тем более у меня первые роды я принимала у своей подружки. Я вот думаю, что это, скорее всего, призвание, поэтому мы столько лет здесь работаем, да? Потому что если не призвание, если не любить свою работу, ты не сможешь здесь работать 10, 20, а то и больше. У нас есть коллеги, которые 35-40 лет стажа. В медицину она пришла сразу после медколледжа. Сначала хотела стать педиатром, но выбрала акушерство и осталась в нем навсегда. Говорит, самое важное в работе – сохранить спокойствие и передать его женщине. А еще дома Варвару ждет одна важная роль – она мама школьника. Любит на хомусе иногда поиграть, на гитаре, да, тоже. Все, что он хочет, все, что дается, он делает тоже. И мы очень любим с ним путешествовать. Я хочу ему показать весь мир. Акушерки сопровождают женщин на всех этапах, от начала родов до первых часов жизни малыша. Это работа, в которой медицинские знания неотделимы от внимания и поддержки. В перинатальном центре очень хорошие условия.
для рожениц. Палаты все у нас рассчитаны для семейных родов. Они по площади достаточно просторные, полностью оснащены современным оборудованием. Это функциональные кровати, столик для ребенка со всеми реанимационными приспособлениями, если вдруг это понадобится. Да? Сейчас за этой дверью начинается новая жизнь. Ежедневно в перинатальном центре принимают около 30 родов. Круглосуточную работу отделения обеспечивают 97 акушерок, контролируя каждый этап и обеспечивая безопасность матери и ребенка. С начала года в перинатальном центре родились 1784 ребенка, из них 904 мальчики, 887 девочки. И за каждой из этих цифр чья-то первая встреча, первый крик и люди, которые были рядом в этот момент. Даяна Федорова, Джулстан Иннокентьев, Якутск. Сегодня народному учителю Михаилу Алексееву 109 лет. К этому событию на бульваре Учителя в столице состоялось торжественное возложение цветов к его памятнику. В церемонии приняли участие представители руководства республики, педагогическая общественность, а также учащиеся местных школ. Михаил Андреевич – выдающийся педагог, народный учитель СССР. Он был основателем первой в республике школы с углубленным изучением основ физики и математики, инициатором и вдохновителем физико-математического движения региона. Возложение цветов стало символичным актом преемственности поколений. Это традиционное собрание выпускников Верхнеудинской физмат-школы. И все мы очень уважали, любили нашего учителя. Поэтому вот такой замечательный день. Мы здесь друг с другом встречаемся, вспоминаем. В будущем году, в 2007 году, ему будет 110 лет. И я очень надеюсь, что будет очень празднично и торжественно отмечать 110-летие нашего великого учителя. В Якутске продолжается акция «Поем двором». Сегодня артисты и волонтеры собрались под окнами участника Советско-японской войны Мартына Герасимовича. Летом прошлого года ветеран отметил свое столетие. Личный концерт для него стал данью уважения за мужество и многолетний труд. Подробности в сюжете. Акция «Поем двором» родилась еще в 2020 году, как способ поздравить ветеранов в условиях пандемии. Но формат настолько полюбился горожанам, что стал доброй традицией. Теперь каждый год перед главным праздником страны звучат поздравления во дворах тех, кто сражался за мирное небо. В этом году слова благодарности принимают 7 таких ветеранов. Акцию мы уже проводим 6-й год в городе Якутске. И, очень радостные события для нас, для поколений, для детей, для подрастающих поколений. Это как пример мужества и патриотизма, любви к своей родине. Мартын Григорьев в 43-м, будучи 18-летним парнем из Сунтарского улуса, ушел на фронт и стал командиром зенитного расчета 37-й автоматической пушки. Его боевой путь пролегал через Маньчжурию, а домой сержант Григорьев вернулся только в 1951 году. Будьте здоровым, живите радостно, живите здоровым, грамотным. И молодцы, молодцы, молодцы. Знанием жизни, молодцы, молодцы. Доброй, хорошее здоровье. Живите, живите, живите. Поздравить героя пришли артисты эстрады и театра, а также учащиеся 15-й школы. Особой частью мероприятия стало вручение памятной медали от Китайской Народной Республики в честь 80-летия победы в войне сопротивления японской агрессии. Это мероприятие несет тоже воспитательный характер. Все-таки здесь очень много детей, школьников, детсадовского возраста, например, вчера были. И, конечно же, ребята вживую видят, благодаря кому вот у нас мирное небо. Акция «Поем двором» в столице продлится еще до 9 мая. Главная цель – дойти до каждого героя и подарить частичку тепла и внимания, которого они по-настоящему заслуживают. София Мельникова, Джулустан Иннокентьев, Якутск.
С грядущим Днем Победы поздравили 103-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Семен Иванович Колтовский был призван в ряды Красной Армии в 1944-м и сражался в том числе в Советско-японской войне. До этого трудился в родном колхозе. После окончания боевых действий Семен Иванович служил в милиции, затем работал внештатным корреспондентом республиканской газеты. За свои заслуги ветеран награжден орденом Отечественной войны второй степени, является почетным гражданином республики. Всероссийская акция объединила во дворе ветерана учащихся 3 школ, активистов юнармии, волонтеров Победы и общественность. Для Семена Ивановича прозвучали любимые песни военных лет в исполнении ансамблей Туймада и служба 02 МВД Якутии. Он был бригадиром. И был бригадиром, конечно, работа была очень сложная. Людей нужно было поднимать для того, потому что без тыла мы бы не победили. Моя мама, Колтовская Мария Михайловна, она была дружницей тыла, 27-го года рождения, была совсем девочкой. Вот. Ну и папу призвали в ряды советской армии, то есть, извините, Красной армии в 1943 году. Он у меня оптимист и всегда нас, как говорится, поддерживает во всем и говорит, все будет хорошо. В столице состоялась эстафета «Дети Росгвардии», посвященная 81-летней победе в Великой Отечественной. Школьники, участвующие в соревнованиях, показали свои навыки сразу в нескольких дисциплинах. В каких именно, знает Вероника Таюрская. Спортивный зал столичной школы 39 наполнился духом соперничества. Здесь впервые прошла эстафета «Дети Росгвардии». 4 команды из школы Якутска и сборной команды, состоящей из детей сотрудников личного состава республиканского управления, сошлись для выявления сильнейшего. Это площадка, прежде всего, патриотическая, для того, чтобы объединить детей, вспомнить традиции, чтобы все-таки они стали частицей нашего общества, из которых могли бы вырасти те же самые герои молодогвардейцы, тимуровцы. И вообще детьми надо заниматься. Участникам предстояло пройти 6 этапов в команде и столько же в личном зачете. Среди заданий для юных спортсменов – бег с автоматом наперевес с его последующей разборкой и сборкой, переноска раненого, перетягивание каната. В личных испытаниях детей ждала полоса препятствий. Каждая из них оценивалась по определенным критериям. Конечно же, прежде всего на правильность выполнения упражнений, точность выполнения. Ну и, соответственно, такие упражнения, как гранатометание на точность броска и правильность разборки автоматом. Прежде всего на эти упражнения, конечно, будет все обращено внимание. В каждую команду входило 6 юных спортсменов, 3 мальчика и 3 девочки. К участию допускались учащиеся с 1 по 6 классы. В соревнованиях приняли участие школьники профильных классов из 10, 26, 30, 39 школы Якутска. Наша команда «Коготь тигра», мы из 26-й школы, сотрудничаем с подразделением ОМОН «Бизон». С ними сотрудничаем уже очень давно, но я в этой сфере в этом году впервые. И мои первые соревнования – это вот сегодняшние. Я считаю, что мы подготовились хорошо. И, ну, конечно, для детей будет сложно разборка автомата. Это вот начальные классы, это для них все равно это будет сложно, я считаю. Поддержать своих маленьких подопечных пришли их кураторы из Росгвардии. В 10 школе мы открыли класс Росгвардии. Вот сегодня сюда приехали 6 учеников, участвуют первый раз. Будем болеть, желаем удачи. Подготовка проходила в школе, учитель физкультуры проводил. Эстафета «Дети Росгвардии» стала не просто праздником спорта, но и сплотила детей из разных школ города. В планах у регионального управления продолжить проводить соревнования, направленные на развитие чувства патриотизма среди подрастающего поколения. Вероника Таюрская, Семен Семенов, Якутск. И старый млад в Якутске стартовал 15-й матч турнира по шахматам и шашкам. Соревнования на призы ветерана войны Наума Трифоновича Слепцова проходят ежегодно к 9 мая. Примечательно, что участие в нем принимают ровно столько же спортсменов, сколько и лет в годовщине празднования Великой Победы. К примеру, в этом году турнир собрал 81 участника, среди которых гроссмейстеры. Но самое главное – это возрастной ценз турнира, вернее, его отсутствие. Так, состязания проходят между сборными ветеранов и молодежи, при этом самому старшему участнику турнира 91 год, а самому младшему всего 7 лет. В общем итоге молодые побеждают. Но в прошлом году ветераны хорошо выступили. Ну, в этом году посмотрим.
Очень раньше было сложно собрать, особенно молодежь. Но сейчас начали больше заниматься, в том числе благодаря данному турниру. И вот сейчас у нас много-много запасных игроков. В Москве вручили одну из главных наград в мире балета – приз «Душа танца». Среди лауреатов – представителей республики. Торжественная церемония и гала-концерт прошли на сцене музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Кто из якутян получил престижную награду, расскажет Айсена Бурнашова. Торжественная атмосфера, аншлаг и имена, вписанные в историю балета. Приз «Душа танца» уже более 30 лет отмечает тех, кто формирует хореографическое искусство страны. Среди лауреатов разных лет Майя Плесецкая, Юрий Григорович, Родион Щедрин. И сегодня эту линию продолжают новые имена. Валерий Аргунов, ведущий солист театра, оперы и балета Якутии, выпускник Московской академии хореографии, стажировался в Нью-Йорке. Символично, именно на этой сцене в театре имени Станиславского и Немировича Данченко он начинал свою карьеру. Сегодня Валерий вернулся сюда уже лауреатом «Души танца» в номинации «Восходящая звезда». Танец – это красота, это любовь, это романтик. Как сказать, балет – это труд, сложный труд очень, потому что нужно каждый день победить самого себя, так как иногда тело болит настолько, то, что ты уже не можешь ничего сделать, но тебе надо это преодолеть и не показывать зрителям. Нужно сыграть свою роль достойно, как достойный артист балета. Впервые в истории «Души танца» награду получает не только артист, но и учебное заведение. Якутская балетная школа имени Посельских признана одной из лучших в стране. Конечно, для нас это очень радостно, это мы просто счастливы. И тем более, в прошлом году мы только отметили 30 лет нашей школы. В апреле мы отметили 80-летие со дня рождения основателя нашей школы Натальи Семеновны Посельской. И мы посвящаем этот приз Наталье Семеновне Посельской. Это результат десятилетий работы. Школа, созданная в 90-е годы, сегодня одна из самых северных в мире и при этом готовит артистов для ведущих театров и Якутии, и России. Это явление, конечно, уникальное, да, вообще в мире уникальное, с рождением на севере такой школы, которая за достаточно короткий срок с углубленным изучением нетрадиционной для Якутии хореографии создала прекрасный театр. И 100 талантливых детей, которые с присущей якутам заинтересованностью, увлеченностью. И даже вот сегодняшний главный балетмейстер Якутского театра тоже воспитанница школы. На гала-концерте фрагменты балета «Сияющий камень», национальная хореография и эпизоды из «Сказочной долины». Через язык танца зрителям рассказали о культуре, традициях и природе Якутии. В этом году церемония «Души танца» прошла в 32-й раз и была приурочена к 45-летию журнала «Балет». Айсена Бурнашова, Айтал Байтунов, Виктор Олесов, Москва. В Якутском музее открылась выставка мастера народных художественных промыслов Полины Федоровой «Тум из Далбара». Полина Николаевна создает традиционные народные костюмы, реализует проекты с 2019 года, обучает национальному шитью. На самой выставке представлены женские и мужские комплекты якутской традиционной одежды, элементы конского убранства и другие изделия ручной работы. Один из самых ярких экспонатов – реконструкция вышитых разноцветными шелковыми нитями мужских рукавиц XIX века. Кроме того, в экспозиции представлены редкие предметы из фондов музея. Выставку же можно будет посетить в течение месяца. Традиционным шитьем я начала заниматься с 2015 года, когда вступила в группу Карадагана Балага, а потом еще в Уран-Ист, это в 2018 году под руководством Светланы Ивановны Петровой. И с этого времени уже начала заниматься традиционным национальным шитьем. Но впереди планы есть. Хочу
полные комплекты мужской и женской зимние сшить. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.